Ванда была арестована, не знаю, 37-й, 38-й год. И один из первых допросов ее. То есть это ей лет 25? Ну, молодая женщина, в общем, да, совсем девушка, вот. может быть, она еще и девушка была. И почему она могла быть арестована? Был целый период в истории нашей страны, когда шли под нож латыши и поляки. Особенно почему-то полякам досталось, там и все руководство польской компартии, которое находилось здесь, на территории Советского Союза, было арестовано. А какой это период? Ну, это 37-й, 38-й, вот так вот эти годы. Я думаю, что это началось с арестом Егоды впрямую, потому что как-то с ним много было. Ну латышей надо было вычистить. Нет, это даже не с арестом Егоды, а с царствием Егоды. Поскольку он вычищал прежнее руководство органов, а это означало, там было очень много латышей. А Егода поляк? Или... Егода, в принципе, еврей, вообще-то говоря. Ага. Ну, надо было вычистить наследника Дзержинского. А если так говорить, у меня есть свое представление о том, как люди становились в политике сильными. Очень часто это было связано с тем, что за ними были реальные команды, которые были созданы еще в дореволюционное время. За Дзержинским такой силой была его отдельная партия, социал-демократия Польши и Литвы, контролируемая им и входящая в блок с большевиками. За Сталиным была его команда экспроприаторов, созданная, в которую, в частности, кому входил. Тот период времени, который он открещивался и никогда не Кто, вспоминал. Сталин? Сталин, да. Но он же был связан с крупнейшими ограблениями банков. На одном из таких ограблений он повредил руку, считается так. Так вот, эту команду латышско-польскую надо было уничтожить. Сталину? Сталин, конечно. Но не своими руками это делал. Умело это делал. Короче говоря, поляков и латышей... А почему ему надо было уничтожить эту команду? Ну, может быть, ее потому можно что, было... Потому что ему нужны были контролируемые люди. Не идеалисты, работающие за идею, а люди, выполняющие приказ. Скажу, сделаю, сделают. Что скажу. Это было важно. А идеалистов со своими идеями, да еще какими-то международными связями, ему были совершенно не нужны. Поэтому всякие там наши руководители КГБ, чрезвычайно талантливые, они были уничтожены именно по этой причине. Что они понимали свою деятельность. Зорге чем не устраивал Сталин? Тем, что он понимал свою деятельность не как шпионскую, а как деятельность по приближению мировой революции. Он считал себя политиком, человеком, определяющим судьбы мира, а не выполняющим задания, может быть, даже стратегические, а не просто тактические. Он был игроком. Вот такого рода люди Сталину были не нужны. Ну а второе уничтожение поляков, конечно же, было неизбежно, потому что он шел на сговор с Гитлером и готовил партию. Я, кстати, во многом считаю, что убийство Троцкого, которое Сталин подгонял и торопил, оно было связано с тем, что готовился оформление союза с Гитлером более серьезное. И накануне войны, когда 1939 год, раздел Польши вот-вот нужно создать, произвести, стали партагеносы, стали у нас. Конечно, я думаю, что во многом создание четвертого интернационала, не согласного с политикой, предательской политикой, да, можно было впрямую говорить о предательской политике Сталина по отношению к рабочему коммунистическому движению, сговор с нацистами. Думаю, что убийство Троцкого именно с этим связано. Но неважно, мы возвращаемся к теме
Какой, что у нас Ванда попала, Арестовали Ванду. да, попала в Она и камеру. полька, и латышка. Но она полька-латышка, как там не крути, Да, хотя она уже, да. в отличие от всех остальных, уже ничего из Польши и Латвии не вынесла, кроме семьи, которая окружает. А все знакомства у нее русские, девочки, мальчики, Нижегородка, Горьковчанка. Ну, все-таки большей части сначала Нижегородка, потому что Горький был переименован в 1934, наверное, году, после смерти Горького. Ну, она со следователем так поговорила и вела себя так уверенно и считала себя вправе клеймить его позором. Именно так передавалась мне сцена, которая там происходила. А кем передавалась? Вандой? Мама рассказывала, мама. И мама рассказывала об этом эпизоде. Я вообще не понимаю, как люди говорят, что мы не знаем. Ну, нельзя было не знать о том, что происходит в стране. И соседи у тебя есть страдающие, и вообще, так сказать, и работают люди в этих органах, и соответствующим образом жизни и режимом дня. Ну, короче говоря, она ушла именно благодаря своему напору, и я думаю, что как теперь назвать это вот напор во многом связан был с ее особенностью психики, умеющей и умением внушать. Предположение, не могу сказать, это предположение. Мы вернулись к тому, что в баню я ходил, да, поручили меня этому мужчине. Это все время один и тот же мужчина был? Не. Вот в очередь я просто помню первый раз. Угу. Когда я прихожу первый раз, значит, в эту мужскую баню, ну, во-первых, надо было как-то самому позаботиться о том, чтобы вещички лежали. Там не было шкафов, в которых запираются, они складывались на сиденье. Там на сиденье был крючочек, надо было все развесить, это сюда, это туда. Где-то полотенце, где-то чистые вещи. И надо было дальше идти самому, брать шайку, все повторять тут процедуру, но тут мужчина. И вот это вот в то время было почему-то очень много уродливых мужчин. Ну, во-первых, после войны всякие безногие, но более уродливыми были те, кто не были на войне. Угу. Потому что в те, кто попали на войну, их многих убили. А увечья, связанное с тем, что конечности у кого-то, все-таки в целом он сложен правильно, да, но там, пугать может отсутствие ноги, руки. А вот те мужчины, которые не были на войне, это были, как правило, какие-то грыжи, что-то безобразное, врожденное, безобразное. То, что потом их не позволяли, вот они... Вот, ну, может быть, плохое питание, а может быть, это выжили некрасиво. Травмы какие-то специально нанесенные. Выжили некрасиво, и это было очень уродливо. Ну и в этой ситуации была еще та опасность, о которой говорила мама, она, наверное, присутствовала, потому что были те мужчины, которые просили потереть им спинку, потом, а я тебе потру. Я сейчас уже допускаю, что среди таких мужчин были те, кто получал при этом определенное, так сказать, удовольствие, не решаясь перевести в дальнейшие действия, но играя с этим чувством, бредя по грани. Ну, парная, я не знаю, все ли представляют себе, что такое парная, что такое банщик настоящий, не знаю, представляют ли люди. Тогда многие из этих, вот, кстати, и увечных, и уродливых, пользовались услугами банщика. Это люди, которые очень умело распоряжались. Прежде всего мылом, да, из которого они делали какие-то несусветной высоты, что-то похожее на вот такую, вот поедают вкусную такую пену. Сахарная вата. Сахарная вата, да. Вот это все живое, такое горячее, это пена. В общем, разные приемы, разные стадии. То есть можно было бы так вот, если бы мог кто-то меня мыть, а я бы сидел в тазике, я, может быть, научился бы искусству банщика, наблюдая. Тут приходилось мыться самому, поэтому профессию банщика я не освоил. А банщиц-то не было, что ли? Это как-то вот в мужском отделе, это вот я потом столкнулся с тем, что, как ни странно, в некоторых провинциальных банях существуют банщицы. В мужском отделении. Здесь банщики. Нет, а в женском вот где ты... Там мне не приходилось так. Может быть, мама выбирала такое место, где помещала меня, где нет этих банщиц. Не знаю. Допускаю, что это было сознательно так сделано.
Ну, короче говоря, вот это вот банное искусство мыть, причем было понятно, что там какая-то еще особая оплата идет. И это были, как мне мама рассказывала, обеспеченные люди, это были такие, которые могли позволить себе многое того, что мы, живущие на зарплату, позволить не могли. Так что банщики, да, банщики. Ну и потом надо было уметь париться, мама меня всему это научила, чтобы не задохнуться, не поскользнуться, не угореть. Вот, так что такая банная культура. И это мы с тобой находимся еще в момент, когда еще отец не приехал, потом он приехал, мы с ним вместе ходили в баню. А потом вот приблизительно в 5 Ну и как-то вот у родителей вот этот период, они долго жили раздельно. И потом возвращается отец. Как тебе вот эта атмосфера, ну, отношений? Она же изменилась. Нет, ты с мамой. Нет, во-первых, атмосферу до того, как они... Я же воспринимал маму как себя и маму. Да. Отца, в принципе, в моей жизни не было, поскольку Да. в октябре месяце мне Да, было да. совсем Несколько мало, месяцев, да, 9. 4, нет, 10 минус 6 это 4 месяца. Я в июне родился. Ты в январе В родился? январе, правильно. Это я в июне родилась. Все правильно, вообще Вот. все. И 10 минус январь 9 Да, месяцев. 9 месяцев. Так, Короче да. говоря, не было в моей жизни вот реального отца. Да. Да. И вот Ну, а он тут появляется, появляется этот большой да, человек в да. чешских ботинках. Большой человек, который, значит, да, он в ряде случаев оказывается такой ситуации, когда он меня должен воспитывать, мама где-то нет, он меня должен покормить. Это мной воспринималось, общение с ним было мне неприятно. Испытание. Мне было неприятно. Ну, у него были какие-то определенные принципы, что надо есть, чего не надо есть. В частности, он считал, что надо пить толокно. Подожди, тебе 8 лет? Нет, это Нет, меньше. вот Ну меньше, как, он меньше. вернулся в 48 году. А, в 48-м? Да, Ну, 7 когда меня отдавали в школу, он уже был. Он вернулся в конце моего детского сада. 6 лет. 6. Нет, ну 7 В даже. 47 году он вернулся, точно. А в 47-м. Реформа, А ты в денежная январе реформа. 41-го. Денежная реформа 47 года происходила при мне, что называется. Я помню это тоже очень хорошо, потому что меня поразило, как такое может быть. Я уже что-то изучал, да, я был хорошим учеником. И когда мне говорят, что вот у тебя зарплата не изменилась у людей, все то же самое. Вот сколько ты получал, допустим, 1200. Вот тогда такие были оклады. Мой отец получал 1200 как заместитель начальника отдела в соцземке. Мама получала около 60 или 70, 600-700 рублей. И вот происходит следующее, что ты получаешь те же самые деньги. Но у тебя от зарплаты остались 100 рублей, ты выходишь на следующий день, они стоят 10 рублей. То есть цены все те же, но твои деньги, на них можно купить ровно 10 раз меньше. Я вообще этого понять не мог. Я не мог понять, как такое может быть. Вот. А как это? То есть вот Ну, представь взяли, себе. повысили цены? Взяли. Вот так? Цены те же. Зарплата у тебя та же. Но все старые деньги стоят 10 раз меньше. Тут же ведь разные даты, Да. когда тебе зарплату получат. Ты же рассчитывал дожить до какого-то момента. Все это в 10 раз уменьшилось. Причем любопытный был момент, ну, рассказывают всякие истории, считается, что там было несколько вариантов. А кто это придумал? Ну, это придумал Зверев, министр финансов, вместе со Сталиным, конечно. У нас никто всерьез ничего сделать без одного человека не мог. Зверев талантливый был министр финансов, по-моему, я не путаю фамилию, он очень долго был министр финансов. Чего что-то талантливого? Вот, ну, чем это было вызвано? Нет, объяснено было народу очень просто все. Нет, ну, денежная масса огромная, да, накоплена. Значит, то есть все время выпускались, как бы, печатный станок работал. Утверждалось, что Гитлер, нехороший такой, он подрывал советскую экономику тем, что запускал массу фальшивых денег. Организованно государство печатало. Во-вторых, кроме Гитлера с его машиной государственной, проходимцы всякие тоже
стране могли найтись, и они тоже свои фальшивые деньги делали. Вот для того, чтобы упорядочить вообще денежную систему, нужно было все старую денежную массу изъять. Ко всему прочему, тут еще одно изъятие происходило. Происходило изъятие, или точнее, ну да, изъятие облигаций военного времени. То есть люди же отказывались от своих зарплат, там, подписывались на полную зарплату. Ну, их, в принципе, заставляли это делать, кроме всего прочего. Не то, что они сами отказывались. Ну, они официально добровольно это делали. Ну, официально-то добровольно. И было соревнование. Я откажусь от 90% зарплаты, я от всей зарплаты, я от полутора зарплат. Это означает, что целую месячную свою зарплату не получал. Так вот, что предлагалось все старые облигации отдать, и давались вместо них новые облигации 2% займа. Это все те средства. А старые предлагалось тоже добровольно и принудительно? Ну нет, ну ты можешь их просто выкинуть. Они перестают действовать, так? Просто перестают. Со всеми своими сроками объявленного выкупа и так далее. Тебе объявляется, что мы у тебя ничего не отнимаем. Ты их приносишь в сберкассу. И тебе дают новые облигации, бумажки. Нового займа. Да, но условия там другие. Где будут отодвинуты определенные сроки, но в общем, тебе пересчитывают на новые, по новым ценам все это, короче говоря. Вот был такой 2% займ. Это займ, когда... Я могу что-то путать в названиях. Но суть заключалась в том, что все твои кредиты, кредитование государства, государство не отказывалось платить долги, но платило уже по-другому, заменив одни ценные бумаги на другие по новым обязательствам. Так что 47-й год, да, я застал. Очень хорошо это запомнил. Причем именно свое удивление, непонимание, как так. Но государство может быть таким, да. И помню, что очень большое значение мама придавала выбору школы. Это 48-й год я пошел в школу. Я находился в детском саду, она приехала ко мне специально вне родительского дня, когда представился, у меня какой-то выбор, видимо, был, можно было устроить туда и сюда. Одна школа была просто рядом с домом, школа номер 122, а другая школа была на 15 минутах ходьбы, причем не по таким, не пересекая большие улицы. 135-я. 42-я школа, она набирала всю окружающую детвору. А 135-я школа уже как-то официально был какой-то отбор, и там учились такие мальчики, девочки, у которых были привилегированные родители. То есть туда попадали и окрестные мальчики и девочки, но все-таки туда шли дети, номенклатурных детей, так будем говорить. И мама со мной приехала, стала обсуждать, вот как ты вот хочешь, будешь ли ты ходить туда, сюда. А мне было абсолютно все равно, и более того, я ко многому в жизни, когда надо было выбор совершать, и даже в более взрослом состоянии, у меня не было вот этого ощущения неизбежности и неотвратимости потом пути. Неотвратим конец пути. Пойдешь в школу в эту, и будет одна, пойдешь в другую, будет другая. Проявил полное безразличие к этому. И в результате меня отдали в школу, которая была рядом с домом. Ну, может, это хорошее решение, потому что эта школа отличалась хорошим составом преподавателей. Там было много способных преподавателей. И более того, именно зная то, что там дают хорошие знания, умеют преподавать, туда отдавали учиться своих детей и некоторые люди, которые не так ценили участие в номенклатурной жизни, чтобы дети только среди свою ровни. И хотели, чтобы их дети приобретали какой-то опыт общения с народом. А у нас рядом привилегированные дома, построенные уже после войны, где жили там и посол, семья посла в США жила, и привилегированные художники, и номенклатура, будущие там руководители московского правительства.
Так что у нас была школа своеобразная. Это было и хулиганье отпетое, и сын болгарского посла у нас учился в нашем конкретном классе. Когда я пошел в школу, там было класс Е. Столько было классов. Ну, по мере того, что все-таки Москва, так будем говорить, ликвидировала последствия войны, школы строились. То есть заканчивали мы 3 классами уже. От нас уходили в другие школы. Ну, тоже интересно. Вот, в частности, в класс, для того, чтобы войти, устраивались перед классом такая линейка из 3 рядов. И так рядами входили. То есть не было такого, чтобы бегать как попало. И что еще, о чем совершенно не говорят, что школа была платная. Значит, бесплатное образование было сначала 4-летнее образование. Так я, когда поступал в школу, было именно так. Потом, уже к моменту, когда я года 2 или 3 проучился, стало 7-летнее образование бесплатное. А уже 8, 9, 10 надо было платить деньги. А уже заканчивал школу, конечно, было полное 10-летнее бесплатное образование. Ну, что тут тоже любопытно, мама еще почему-то ценила свою работу, потому что, поскольку она была преподавателем, и хотя это было преподавание бухгалтерского учета, да еще своеобразным ученикам, взрослым людям, бухгалтерским работникам, тем не менее, на нее вот эта вот льгота, распределялась льгота, что дети учатся бесплатно. Это тоже было важно. А Ну, брак они свой оформили или так они вот и продолжали жить гражданским? Нет, ситуация такая, ну расскажу даже про отношения, ты же меня сильно спросила про отношения, отец и мать. Мы начали с того, что до его возвращения, то есть для меня отец начал со своего появления в заметно нечистой одежде в нашем доме, в нашей комнате. И не просто так появление в гости, а полноправного хозяина. А дальше она считал нужным чему-то учить. И это и в том числе поедание определенных продуктов. В частности, он пил толокно и заставлял меня это делать. Это было пыткой. Я как-то отстоял свое право толокно не пить. Во-вторых, он считал, что определенные продукты должны быть съедены обязательно. И не считался с тем, что я просто не могу. И меня физически заставлял. То есть это кончалось тем, что я сначала просто бросал. А что это за продукты были? Не важно, что-то он сам приготовил. Ну, он один хозяйничает. Он считает, что он приготовил вкусно. Я эту его еду есть не могу, он меня заставляет ее есть. Ну, надо сказать следующее, что, конечно же, он прошел определенный лагерный опыт. И, может быть, это сказалось на его представлении о пользе продуктов. И он полезность этих продуктов как-то ценил. И он мне рассказывал, что надо уметь все есть. И, в частности, рассказывал о том, что он варил суп из селедочных голов. Но это меня не вдохновляло. С тем, что кроме того, что у меня есть на столе, бывает еще и суп из селедочных голов. Это звучало как угроза. Такая непривлекательная перспектива. Вот, ну, был еще один момент, который тоже как-то с ним связан. Так, причем когда он приехал, он жил на диване, спал на диване. А я с мамой спал на этой большущей кровати. То есть такая. Но ты все время-то, как бы, ты там традиционно уже спал на большущей кровати с мамой. Да, и так это все и продолжалось. А более того, я помню, какое-то утро я вдруг обнаруживаю, что мамы со мной нет. Потом проснувшись, так прислушиваюсь и чувствую, что там как-то оживление какое-то. Я выглядываю, оказывается, что моя мама на диване вместе с папой. И они как-то довольны, необычно довольны. То есть мама как-то радостно, так какой я ее не видел.
Как-то это мне тоже было неприятно. То есть Ну, я воспринимал это как просто то, что меня лишили того мира, который у меня был, лишают того, что мне принадлежит. Поэтому, когда он ушел из семьи, я был очень доволен этим. Но при этом он как-то так пытался меня воспитывать. Сейчас вот тоже один из моментов, который я навсегда запомнил. Он меня ведет из детского сада. Может, он из-за тебя ушел? Нет, Ну, он ушел- отчасти. Нет, не знаю, нет, не думаю. Он ушел из-за того, что начались неприятности определенные на службе. Его, значит, ведь он пришел, а уже с 50-х годов, я тебе уже начинал говорить, уже эту тему затрагивал, когда Игнат Федорович советует Юсику определенным образом жить. А начинается эта антисемитская кампания. И мы иногда бываем в гостях у родственников отца, у моих теток. Тоже очень интересный момент, но одна из теток, это я назову Юлия Викторовна, она замужем за... Вдова уже Грамши. Да, она была замужем за Антонио Грамши. Вот, родила ему двоих сыновей. Они до сих пор играют? Они оба уже умерли. Умерли. Ну, недавно сравнительно, да? Да. Наверное, в этом веке. Значит, причем Делио, значит, это моряк, он умер раньше, он жил в Калининграде. А Юлиан умер совсем недавно, причем мне как-то очень обидно, потому что нам не сообщили родственники. То есть о том, что он умер, я узнал на кладбище Новодевичьем, потому что знак о том, что он, урна там захоронена, на могиле моего деда находится. И оттуда узнал, вот, придя к деду на могилу, я обнаружил, что Юлиан уже там. Юлиан там, да. Как-то все-таки это обидно. Мы с ним, особенно последнее время, пытались сблизиться. В связи с тем, что сложная какая-то жизнь, это нечастые встречи происходили, но он как-то тянулся к ним, и, по-моему, он старался через меня что-то рассказать, передать. И эти разговоры его о семье не были закончены достаточно. Так что он считал, что он все рассказал, что надо было бы рассказать. Ему хотелось рассказать больше. Ну, царствие ему небесное. Так вот, мы приходим в гости. Почему так получилось, что Игнат Федорович был в Москве, это еще и мама, вот мама. Ну, это сестры Шухт. Да, Шухт. И начну не с этого визита, начну с того, что мы в принципе бывали у них, особенно даже без отца или когда готовилось вот это вот, особенно письмо, чтобы отца вызволить. То есть мама поддерживала Да, отношения с Заловскими? это были редкие визиты. И более того, во-первых, не до того было, говорю, что трудная была жизнь. Они-то обе не работали. А мама работала, и все время была занята, с работы домой. То есть визиты трудно было носить. Тогда, кстати, был только всего лишь один выходной. А почему они не работали? Они пенсии Они пенсии получали, да, обе большие пенсии получали. Ну, большие по отношению к маминой зарплате. К тому, что, да, тогда считалось достатком приемлемым. Но уже тогда, когда мы приходили в дом, я видел какие-то велосипеды, висящие на столах, на стенах. Поражало, в прихожей лежала маска и рука, слепок руки этого Антонио Грамши. Такая пугающая атмосфера для меня была. Юля, она... А почему это в прихожей? Ну, большая прихожая при входе. Ну, входишь в музей. Да, в музей входишь. Значит, в центре вот стоит такой постамент, на нем лежит голова и посмертная маска и рука такая, тоже слепок руки. Но Юля, она после того, как умер муж, она переживает, двое детей, она... Делию и Юлиана? Да, Делию и Юлиан. Значит, она заболела, у нее была эпилепсия. И даже вот когда мы бывали у них, иногда случались припадки. Поэтому она пенсионерка, Женя за ней ухаживала по уходу, у нее там были всякие пенсии. Значит, короче, обе они не работали.
какой-то общественной работой они занимались, и Женя очень любила рассказать, как она там в школу ходит, как она детям рассказывает что-то из революционного опыта страны, и самой и ее семьи, и воспоминания свои о Ленине, потому что такие воспоминания у нее личные были. Так вот, А Женя старшая была? Женя старшая. И это как раз, когда мы туда ходим, вот эта подготовка к... А где они жили, если не... Они жили недалеко от Самотечной площади, там был специально построен дом работников Коминтерна, который уже в годы перестройки снесли. И что сносить его было вообще нельзя, это дом-музей, надо было оставить как таковой, но у нас дорогие площади, этажность и так далее, якобы устаревшие конструкции. Там, это как дом на набережной, там судьбы, все международные судьбы во многом. Так вот, период подготовки этого письма, или нескольких писем, чтобы отца привести, разрешить ему вернуться в Москву и восстановить полностью в правах, и забыть о всем, что было. Туда приходим, а этот период совпадает, кстати, с признанием Израиля, с тем, что вообще Советский Союз считал, что вообще надо. Мы же были одними из стран, которые инициировали создание этого государства. Это период, когда там Голда Меир приезжает. И поскольку у Жени, у Юли мама еврейка, они как-то вот с такой еврейской общиной московской как-то были контачили, как-то вот, в отличие от нашей семьи. У них было много знакомых, которые собирались уехать, или которых агитировали туда поехать. В Израиль посылали. Вот так же, как, допустим, когда закончилась война, маме, как польке, предлагали ехать в Польшу, чтобы создавать тогда там определенную прослойку поляков, Она которые была членом партии? Она не была членом компартии, предлагали ехать в Польшу просто, чтобы были там свои люди, определенные поддерживающие. Вот так же, как я не сравниваю, мама не поехала? Я не сравниваю маму с Рокоссовским, да? Но почему? Вот от этого варианта, что Рокоссовский будет руководить польской армией, нужно было создавать и на местах, на всех уровнях прослойки своих поляков, так будем говорить. А в России было достаточно. И более того, поляков, которые могут понимать намеки, без того, что даются прямые приказы. У них сложная судьба, судьба неудачная. Кстати, если ты можешь, вот Жуймо, да, вот Дюймовочка. Ну, смотрела, да? Не Дюймовочка, а Золушка. Ну, прекрасная актриса, ее зовут Жуймо. Она же тоже вернулась в Польшу. Все, там кончилась ее карьера, потому что это были чужие люди, их не принимали. Как насчет пообедать? Ой, пообедать, конечно, можно. Но ситуация такая, что вот я вот этот мальчишечек тоже слушаю что-то евреев, обсуждающих, куда они там поедут. Какие-то вот этот еврейский юмор впервые возникающий для меня. Но все это как-то... То есть отец, мы... Отца еще нету. Причинам. Отца еще нету. Еще нету. Еще нету отца. Это я узнаю о еврейскости всякой, да? О создании государства Израиль, о том, что есть такая Голда Меир. Вот в этих походах, в общем-то, к людям, которые пользуются заслуженной поддержкой государства. Но причем, что любопытно, не Антонио, не Юлиан, не Деля не имели права носить фамилию Грамш. Они были записаны под фамилией Шухт. А почему? И никто не должен был знать, что вот они Грамши. Это скрывалось. А почему? Такая была политика. У нас, ну почему нас нельзя было в Москве фотографировать? Нельзя было выйти в праздник на Пушкинскую площадь, сфотографировать праздничную толпу. Ну нельзя. Если тебя милиционер замечал, он подходил и спрашивал: у вас есть разрешение на производство съемок? Мама мне не рекомендовала проходить по охотному ряду мимо американского посольства. Ну почему так? Потому что пройдешь 3 раза, и ты уже попадаешь... На 4-й попадешь в посольство. Ну, в смысле, уже запросы тебе зададут. Главное, попадешь ты не в посольство. Ну, ты будешь где-то отмечен, где-то на тебе галочку поставят. Да. Такая жизнь была. Ну, так смеяться не надо. Ну ладно, что ж-то, ничего.
Так вот, Да. мы возникаем, переходим к 50-му году, мы же говорим о том, что появился отец, и как я его воспринимаю. К обеду. Ну ладно. Слово хозяйки закон. Да, давайте.